Прывітанне, гэта Крысціна Кава і праграма «Беларускае золата» на імі радио. Добрый вечер, любимые белорусы. С вами Кристина Кава и программа «Белорусское золото» на ими радио. Какой прекрасный вечер четверга. Как тепло. Мне кажется, что если бы вся зима была такая же, я была бы счастлива. Ну, может быть, там, знаете, недельку-две снег выпал, полежал, порадовал нас, а потом можно снова такую погоду. Итак, начинаю с интересных новостей. В Варшаве завтра пройдет творческий вечер Сергея Доугашева. Вход будет бесплатный, начало 18:00, и проходить он будет по адресу Армии Людовой, 12 в нашей замечательной белорусской краме Вырой. Приходите, вам обязательно понравится. И не забудьте эту краму наведать, что в самом центре, как я говорила, Варшавы, на аллее Армии Людовой, 12, где кожный беларус нешта знойдзе на свой густ для сябе і сваіх блізкіх, адчуе родную хатнюю цепліню. Таму залетаем разом в Вырой, и усё будет добро. Вот, знаете, хочу с вами поделиться одной интересной новостью. Она меня очень-очень порадовала, и вы сейчас поймете, почему. Я не буду ее сама никак комментировать, я просто буду вам ее читать. Национальный банк Польши опубликовал отчет о белорусских мигрантах. По оценкам Национального банка Польши, около 146 тысяч граждан Беларуси имеют разрешение на проживание в Польше, а общая численность белорусской диаспоры может достигать 350 тысяч человек. Для сравнения, по населению это как наш город Гродно. Согласно данным банка, большинство из них эмигрировали из-за политического кризиса в Беларуси. Отчет показывает впечатляющие показатели трудовой активности. 87% белорусских мигрантов работают, 14% ведут собственный бизнес, а 4% трудятся удаленно. По некоторым показателям белорусы превзошли поляков, в частности, по уровню занятости. Безработными остаются лишь 8%, это ниже, чем средний уровень по стране. Цифры показывают, что белорусы быстро интегрируются в польское сообщество, а также демонстрируют устойчивую мотивацию к работе. Отмечается, что в сравнении с другими мигрантами белорусская диаспора отличается высоким уровнем образования. Высшее образование имеет 62% белорусов, что способствует их успешной адаптации в различных секторах экономики. Почти половина белорусов свободно владеет польским языком, что облегчает интеграцию и карьерный рост. Более 67% белорусских мигрантов планируют остаться в Польше на постоянной основе, особенно те, кто уехал по политическим причинам. Также Банк Польский отмечает, что белорусы играют важную роль в польской экономике, внося вклад в IT, промышленность, услуги, бизнес и другие отрасли. Это новость, друзья, которую мы заслужили. Я думаю, что на этом моменте всем стало немножко приятно от того, какие мы замечательные, хорошие, и что это отмечают, ценят и, собственно говоря, открыто публикуют. А поэтому давайте порадуемся этому и будем продолжать работать, расти, учиться, учить наших детей в той стране, в которой мы сейчас находимся. И спасибо ей большое за то, что она нас приняла. А сегодня, кто читал уже анонс, кто с ним знаком, на ими радио в «Белорусском золоте» замечательный, удивительный человек, который даже меня удивил, мать 6 детей. Это отец 7 детей, который приехал в Польшу в составе со всей большой своей семьей. Это 9 человек. Это Сергей Мельянец. И по нашей сложившейся традиции гость сам о себе рассказывает. Сергей. Всем здравствуйте, добрый вечер. Я рад всем, кто откликнулся на призыв и присоединился в прямом эфире. Конечно, пользуюсь возможностью того, что у меня микрофон включен, и передаю, конечно, привет своим родным, своей семье, своим друзьям. Спасибо большое за то, что вы у меня есть. И по поводу того, что сказать-то уже, в принципе, кое-что сказали, уже представили. Ну да, большая семья у меня.
стараюсь жить, стараюсь служить, заниматься творчеством. Вот. В какие-то моменты жизни был успешным бизнесменом, сейчас успешный уборщик. Короче, жизнь поворачивается разными сторонами, но не унываем. У тебя такой диапазон. Я не знала, что ты был бизнесменом. Это очень интересно. Вот просто, чтобы вы понимали, что перед тем, как у нас эфир и все нас слышат, мы еще отдельно заранее встречаемся, разговариваем, обсуждаем, как это будет. И я думала, что я узнала уже очень много интересного. Но вот первые слова на эфире выясняется, что я не знала, и что человек еще и бизнесмен. Это очень, я о диапазоне говорю, да, что может быть абсолютно всем. Слушай, я не знаю, как начать вообще, с чего начать твой переезд, но я только знаю, что, по-моему, вы ехали без особенной такой подготовки, да? Ну да, сложилась такая ситуация, что мы просто были вынуждены убегать из страны, и это все было достаточно внезапно, и, можно сказать, мы ехали в никуда, но так сложилось, что пришлось это сделать. То есть ни знание языка, я понимаю, ни специальных каких-то денег, да, ни каких-то планов, куда мы едем, вот такой большой семьей, ничего. Ну, скажем так, у нас достаточно большой круг знакомых, друзей, и поэтому уже вот с первых дней нашего побега мы думали, искали, куда, что, и в конце концов, раз у нас уже визы есть польские, значит, надо в Польшу. Угу. Сейчас немножко отойду в сторонку. Мне просто очень интересно, в твоей семье сколько старшему, сколько младшему, или давай вот всех назови, сколько лет твоим детям, как их зовут? Главное не запутаться самому. Так, давай. Значит, Ваня старший у меня 22, Богдан ему сейчас 20, Антонина 17, скоро будет 18, потом у меня Амадей, ему 14, дальше Доминика 12, Евангелина 9 и самому младшему Давид 7. Фух. Так, а как зовут твою супругу? Мою супругу зовут Светлана, да, и мы почти одногодки, но не будем озвучивать цифры. Хорошо, я не спрашивала, хорошо. Так, и вот вы приехали в Польшу. Конечно, первый вопрос, где же вы будете жить? Давай, расскажи мне, пожалуйста, эту эпопею про жилье. Как это было? Эпопея началась еще до того, как мы прилетели в Варшаву, потому что, я, как говорил, я пытался найти хоть куда-то, хоть что-то, и было несколько вариантов, но наиболее оптимальный для нас это тот, который приглашение от церкви, которое мы получили. Здесь местная протестантская церковь, которая сказала, что у нас есть помещение, оно не в очень хорошем состоянии, но если вы готовы к спартанским условиям, милости просим. И вот они на несколько месяцев нас приютили, то есть прямо в аэропорт мы прилетели, за нами прислали машину большую, загрузили нас со всеми вещами, привезли на место, сразу же вкусно покормили, показали нам эти двухъярусные кровати, которые они специально для нас купили, для детей. Нам достались матрасы просто, где мы спали на полу. И, в принципе, вот так вот и началась наша польская тема. Условия были хорошие? Дома лучше. А там эта квартира была просто предназначена для ремонта, и уже готовы были начать ремонт, то есть там было все в убитом состоянии. Но самое главное... В убитом это что значит? Подожди, убитое состояние бывает разное. Что ты имеешь в виду? Это значит, что страшные обшарпанные стены, без дверей, то есть они потом на ходу устанавливали нам такие загородки пластиковые. Кухни не было, они там что-то смонтировали. Короче, все было. А что это за история про деревянные вздувшиеся полы? Это уже было после полугода наших поисков, когда мы в конце концов нашли квартиру, которую мы уже заселились, и там перед нами люди просто ушли из дома, и стиралка опрокинулась и залила все, буквально все, и там были деревянные полы, которые вздулись. То есть мы сейчас живем в квартире, где был потоп, и сейчас потихоньку ремонтируем, восстанавливаем. Там тоже такая была очень аварийная ситуация в квартире, много чего поломано. А вы без проблем нашли жилье в Польше для такой большой семьи? Нет, проблем было очень много. Я даже был в таком шоке, что
есть семья, которая готова платить, но никто не хочет сдавать, потому что слишком много детей. Как только узнавали, сколько у нас детей, все, разговоры заканчивались. Поэтому нам пришлось после церковного оповещения, нам обозначили время, в которое мы могли жить Мгм. там, и мы съехали, мы искали, ничего не нашли, поехали в хостел под Варшавой. Там 3 месяца продолжали поиски, и в конце концов через знакомых нам вот подсказали такой вариант. И там католическая семья хорошая говорит, ну, если вы готовы жить в таких условиях, пожалуйста, заезжайте. Хотите что-то чините, не хотите чинить, не чините. То есть мы живем в таких условиях, когда делаем, что хотим, и нам за это ничего не будет. Потому что после нас будет Какой ты ремонт. оптимист. Звучит очень здорово. Слушай, а дети, они же уже как-то в школу пошли или нет? Вот вы в одной квартире, потом под Варшаву, теперь еще где-то. Как со школой вопросы вы решили? Ой, сначала мы попытались тут есть такая тема польско-белорусская школа онлайн, но нам не понравился этот вариант. Мы отправили детей потом в общеобразовательную школу обычную. Сначала там, где мы были под Варшавой, Зеленки, вот, а сейчас вот там, где мы живем, дети тоже учатся, и старшая дочка пошла в лицей учиться, да. А Ванька готовится к экзаменам в ВУЗ. Ну, а Богданушка у нас активный блогер, сейчас развивает эту тему. Мгм. То есть все как-то очень быстро, да, нашли себя. И я не знаю, я просто по своей семье смотрю, что кто-то переживал вот эмиграцию достаточно стрессово, а кто-то лайтово ему абсолютно, ну, переехали и переехали. Как в твоей семье, твои домочадцы, дети и Светлана, как они справились с этой эмиграцией, причем срочной и вынужденной? Ну, каждый по-разному. И понятно, что дети не подходят и не начинают мне там каждый день изливать душу, что вот мне плохо, вот мне плохо. Все стараются как-то поддерживать друг друга, но понятно, что с одной стороны хорошо, что все дети понимают, и моя жена, и я понимаю, что нам пока дороги в Беларусь нет. И это значит, что надо в любом случае здесь как-то приспосабливаться. Когда есть другие варианты, тогда начинаешь переживать, а здесь уже вариантов других нет. То есть приходится здесь выживать. Ну и я заметил, что старшим проще, потому что они уже более-менее самостоятельные, младшие как-то, я не знаю, тоже особо папа, мама есть, они позаботятся. А вот средние, вот я заметил, что у средних плюс им надо идти в школу, где уже серьезный класс, там 6, 7, 8. Надо знать хорошо польский, надо понимать, что происходит, учить предметы. Сейчас у моего Амадея выпускной экзамен, у них в 8 классе это выпускной экзамен. И вот ему, наверное, самый стресс. А как у него с польским? Пытается учить, но слабый пока. Вы же приехали 1,5 года назад, если не ошибаюсь, да? Да, в июне. Угу. А Светлана? Мы вместе с ней ходили на курсы польского, уже более-менее понимаем польский, чуть-чуть говорим. Света пошла на курсы барбера мужского, закончила, то есть она уже в этом направлении двигается. Плюс здесь очень много разных семинаров, разных тренингов, разных интересных событий происходит. Вот, например, она ходит на курсы испанского, решила пойти. Вот она когда-то давно-давно этим увлекалась, даже 1 год в университете лингвистическом проучилась на испанском факультете. Вот, и поэтому ей это интересно, она сейчас развивается в этом. Плюс курсы рисования тоже есть, тоже ходит. То есть есть какие-то моменты, которые поддерживают внутреннюю какую-то гармонию. А в Минске чем она занималась? Тоже рисовала. По ночам сидела на кухне, включала YouTube и пыталась рисовать. И у нее очень, кстати, здорово получается. Даже некоторые работы, у нас была, например, в церкви благотворительная ярмарка, некоторые работы покупали люди из нашей церкви.
Слушай, я так понимаю, что жизнь не просто продолжается, а она как-то реформировалась, эволюционировала, и вы начали двигаться вперед из-за тех обстоятельств, которые сложились. Можно так сказать, что если бы не эта иммиграция, вот если бы не эта иммиграция, то у вас бы не было столько возможностей и у детей в том числе, которые вы сейчас имеете? Ну, скажем так, есть плюсы, есть минусы. И из плюсов, конечно, большая свобода передвижения, хотя мы все еще в ожидании определенных документов. Вот, но в любом случае а, плюсы есть, хотя тоска по родине меня почему-то не оставляет. Не знаю, как там у моих остальных. А в чем это выражается? В чем? Хочу домой. Хочу домой. Потому что уже много уже достаточно времени не видел своих родных, свою церковь, своих друзей. Плюс Минск, я люблю Минск. Я родился, вырос в Минске. И когда, например, вот 5 лет, ну, 5 лет я уже, 4,5 года я каждый день практически ходил на Площадь Свободы молиться о Беларуси. И я скучаю по вот такой активности, например. Слушай, ты говоришь своих родных. Расскажи о своих родных, расскажи о своей семье. Кто эти люди, по которым ты скучаешь, и вообще о своей семье? Ну, семья у меня большая. Я родился в многодетной семье, у меня еще 3 братьев. Вот. Есть дяди, есть тети, есть двоюродные братья, сестры, троюродные. Короче, у нас большая такая большая семья, огромная семья. И есть еще и мои предки, о которых я не так давно больше узнал, и которыми я сейчас, ну, если можно так выразиться, я горжусь ими. Вот, потому что у меня христианская родня, и мой прадед Куприян Мартынович был даже расстрелян за веру в Бога в 1938 году. Моя прабабушка и моя бабушка, они тоже старались жить по вере и спасали евреев у себя дома, спасали детей в интернате еврейских. Так что много-много историй можно, конечно, рассказывать, но да, моя родня — это то, чем Господь меня серьезно благословил, и я очень благодарен Богу за то, что у меня есть такие родные. Но они все остались в Минске, да? Не только в Минске. Ну, большинство из них в Беларуси, да. Но мой старший брат со мной в Варшаве. О, прекрасно. Хоть кто-то из семьи рядом, и это, конечно, поддержка. Твой брат в Варшаве, ты, твоя семья, твоя... Знаешь, есть такое выражение интересное: «Пока мы вместе, мы дома». Слышал такое, да? Вот такое семейное выражение. Ну вот когда мы уезжали, для меня была, наверное, самая большая радость, что вся моя семья едет со мной. Хотя, конечно, проще было бы уехать самому и там уже подготовить плацдарм, потом позвать семью. Ну, в принципе, многие так и делают. Но у нас как бы по-другому. Ну, в вашем случае я понимаю так, что речь об этом не шла. Конечно. Тут Речь надо было шла о том, спасаться. чтобы спастись. И никто не подготавливается к таким ситуациям. Но... Не, ну я как бы подозревал, что так может быть. И думали, и уже какие-то даже были планы уехать, но то одно, то второе. Ну и плюс, а чего я должен уезжать из своей страны? Ну, вот видишь, а чего должен, но так оно получилось. Ладно, не будем о грустном. Расскажи, пожалуйста, кем ты был в Беларуси, когда ты там был? Чем ты занимался? Профессия, работа? Ну, я был во многих местах, во многих сферах. Если говорить так, я закончил колледж библейский и семинарию, поэтому большая часть моей жизни это связано с церковью, с верой, с христианством. Вот, но я с самого начала не хотел
получать какие-то деньги, какую-то помощь, поддержку именно за то, что я делаю в церкви, как проповедник, как хорист, как там лидер подростков, молодежи. Я хотел своими руками зарабатывать деньги, поэтому я молился, и Бог послал мне интересную работу, связанную с ролетами защитными. Это то, что защита окон или там проемов из алюминия. Вот, и я начал этим заниматься, и попутно, чем мог, помогал в церкви. Плюс я подключился к такой теме АСЭТ называется. Это организация, которая занимается просвещением детей, молодежи, здоровый образ жизни, нравственные ценности. Но это отдельная тема. То есть я 11 лет был лектором. К сожалению, эту организацию в 2022, кажется, ликвидировали, как и многие другие организации. Вот. И это был тоже большой кусок моей жизни. Дальше я занимался различными благотворительными проектами, в том числе посещение сиротских домов, помощь сиротам. Вот. Ну и когда наступил 2020 год, добавилось различных проектов, в которых я тоже принимал участие. Ну и плюс я еще музыкант, потому что с самого детства моя мама организовала церковный детский хор и сама была руководителем, регентом. Вот, поэтому с самого детства я пел в хоре, потом перешел во взрослый хор церковный. В 19 лет я сочинил свою первую песню, начал осваивать гитару. Потом, в прошествии какого-то времени, я понял, что можно не только сочинять тексты для песен, но можно еще и сочинять стихи. Вот, и это тоже началась новая глава, наверное, больше с 2019 года, когда я попал на поэтический проект интересный. Вот. Ну и, короче, вот можно рассказывать много всего. Так что... Ну, ты интересно рассказываешь, я сижу, слушаю, и ты рассказываешь много из того, о чем я не знаю, мы с тобой разговаривали, ты не говорила, теперь это мне интересно. А в Польше как... Что ты делаешь в Польше? Что я делаю в Польше? Живу, выживаю. Так, стоп. Чем ты занимаешься? Кем ты работаешь? Давай так. Ну, я попробовал себя в разных темах, учитывая, что у меня такой не совсем высокий, скажем, проще, низкий уровень польского. То есть я искал какие-то варианты, находил... Был пицца-драйвер, то есть ездил как водитель, развозил пиццу. Был статистом в кино. Ну, в принципе, слушай, ты проходишь путь, который большинство белорусов проходили. Надеюсь, склад вот это нет? А склад еще я до склада не добрался, ясно. А вот до автохауса добрался. То есть я там сейчас со старшим сыном по очереди моем полы на специальной машине. Вот. Тоже интересно. Плюс есть такая тема, как гранатовый сок. Тоже Бог так расположил обстоятельства, что я познакомился с верующим человеком, христианином, который занимается этим бизнесом. Он говорит, у меня есть место, хочешь, попробуй работать. Ну, давай попробуем. Плюс я еще привлек своих волонтеров, которые мне помогают с продуктовым служением. Ну, короче... А вот, слушай, так, подожди, продуктовое служение, о чем речь? Люди слушают, ты и там, и здесь, и везде. А продуктовое служение, объясни, пожалуйста, о чем ты говоришь? Вообще, эта тема началась где-то год назад, когда я увидел, что, те, люди приезжают из Беларуси, им нужны, прежде всего, 3 момента. Это место, где они могут жить, одежда, которую они могут одевать, потому что многие приезжают просто с одним рюкзаком, например. Ну и что покушать. С жильем помочь я не могу. С одеждой иногда могу, но не так много, не так часто. А вот с едой оказалось, что помочь могу. И все это случилось благодаря тоже одному верующему человеку, христианину, с которым я познакомился в польской церкви. У него есть фонд, который занимается помощью людям с продуктами, тем, которые в беде находятся, то есть бездомным, бедным и так далее. И вот однажды он мне помог, и я поинтересовался, откуда он это взял, откуда он столько привез. И он говорит, есть магазины, которые готовы отдавать то, что уже чей срок годности подходит к концу, они готовы не просто это в мусорку выбрасывать, они готовы отдавать, и мы можем этим пользоваться. Ну и я говорю, а
белорусам можешь помочь? Он говорит, если ты этим займешься, то да. Мгм. И то есть его задача сейчас на данный момент это помочь мне с транспортом, чтобы я мог на грузовой машине съездить в магазин и забрать палеты продуктов. А моя задача найти тех, которые нуждаются, организовать всю логистику, потом найти место, где это все будет раздаваться, пригласить всех на это место, раздать, почистить машину, вернуть на место. Короче, куча разных дел, но по итогу уже больше 11 месяцев, уже 12 месяцев, да, я этим занимаюсь, и уже почти 430 семей в чате. Мгм. А вот, м, почему ты это называешь служением? Что это значит? Вот, наверное, это все-таки больше к христианской сфере относится слово. Служение — это то, что я делаю ради Бога. То, что я делаю для того, чтобы исполнять Божью заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть невозможно иметь стол, на котором много-много вкусного, и не поделиться чем-то с этого стола с теми, у кого этого нет. То есть если так происходит, то, значит, большой вопрос к моему христианству. И я благодарен Богу, что у нас всегда есть пища на столе, и я могу поделиться тем, что у меня есть, с кем-то другим, который в этом нуждается. Это и называется служение. То есть то, что я делаю ради Христа. Мгм. А если люди, которые помогают тебе в этом, ты столько рассказал и машину помыть, и загрузить, там машину потом помыть, и приехать, и загрузить, и логистика вся, и все это сделать. Есть ли люди, которые тебе помогают в этом? Есть волонтеры, нашлись люди, которые откликнулись, которые готовы не только получать продукты, но еще и помогать. Вот. Некоторые вообще не хотят даже брать продукты, они говорят, у нас все в порядке, я просто хочу помочь. Вот недавно появился человек с грузовой машиной, например, такой небольшой каблучок, но достаточно вместительный. Просто написал мне в Фейсбуке, я вот хочу вам помочь, мне нравится то, чем вы занимаетесь. Здорово, я его сразу подключил, он буквально на следующий день приехал, помог, выяснил, что он христианин тоже, и что ему ничего не надо. Вот, просто говорит, вот рассчитывай на меня, когда я буду свободен, я готов помогать. Очень приятно. И таких людей достаточно много. Хотя понятно, что все работают, у всех свои дела, своя жизнь, поэтому иногда бывает очень трудно найти машину. У меня машины нет, и вот с этим бывает такой вот момент, когда надо многим позвонить, у многих спросить, чтобы в конце концов что-то организовать. Слушай, я не понимаю, как ты успеваешь? У тебя и работа, и семья, и служение. Как ты совмещаешь? Как это происходит? Понятное дело, что когда я занимаюсь, например, работой или служением, это время я, можно сказать так, забираю у своей семьи. Я могу потратить на свою семью. Когда я занимаюсь, например, 2, 3, 4 дня в неделю распределением продуктов и поиском продуктов, я мог бы в это время зарабатывать деньги. Вот. Но да, всегда приходится чем-то жертвовать. И понятно, что я хочу находить вот этот баланс, чтобы и моя семья не оставалась без меня, и чтобы я успевал еще какую-то денежку зарабатывать для семьи. И в то же время люди, которых я знаю, которые нуждаются и которые надеются на то, что вот я снова напишу в чате, что вот в то время, в том месте можно приехать получить. Это сложный вопрос. Понятно, что я сейчас стараюсь больше привлекать волонтеров. Некоторые раздачи я уже даже не приезжаю, просто я беру на себя логистику, договариваюсь с водителем, договариваюсь с волонтером, который будет раздавать, договариваюсь с людьми, которые придут. То есть я уже нахожусь в какой-то момент дома, а процесс идет без меня. Но такое бывает достаточно редко. Потому что часто именно на мне много ситуаций завязано.
Я читаю твои посты, на твоей странице. Ты знаешь, я вижу очень много благодарности, которые пишут люди. Я вижу фотографии, и я думаю, что то, что ты делаешь, не просто важно, крайне важно. Потому что я по себе могу судить, по своей семье. Мы почти год были в лагере беженцев, и нас фактически только вот подкармливали, я скажу так, белорусы, которые привозили что-то покушать. Потому что с питанием были большие сложности там, и денег у нас не было, чтобы что-то купить, поесть. И если бы нам не привозили, то мои дети бы, наверное, вот в течение этого года ни бананы не видели, ничего вообще. Это был очень-очень сложный вопрос. Я никогда не забуду, как нам помогали белорусы, которые ехали с Варшавы, вот под Варшаву, везли куда-то в лес, где этот лагерь, вот эти продукты, да даже картошку, даже мешок картошки. Господи, мы такие счастливые были. Поэтому я очень благодарю тебя за то, что ты делаешь. Кто-то должен начать. Как тебе и сказали, ты можешь за это взяться, ты будешь за это ответственен. Всегда должен появиться ответственный человек, через которого Бог будет благословлять людей. Если этого человека нет, само оно с неба не свалится. И еще я думаю, что тот, кто помогает другим, поддерживает других, также достоин того, чтобы его поддерживали и помогали ему в свою очередь. Мы все, как одна семья, мы должны друг друга поддерживать. Друзья, если у вас есть желание, есть возможности финансами, машинами, тут большое поле деятельности, и конкретно для семьи Сергия, для его детей оказать поддержку, пожалуйста, зайдите в Facebook на его страницу Сергий Мильянец, и вы его найдете. Там, я видела, байкофе, по-моему, есть, да? Можно кофе мне купить. Так люди да. подсказали, говорят, Да. ну давай, почему ты до сих пор там не зарегистрировался? Ну ладно, Да, то есть есть варианты, друзья. Вы можете поддержать его, он поддерживает других, и это круговорот добра и благословений в природе, в нашей сущности, в нашем существовании. Здесь это очень важные вещи. Пожалуйста, загляните к нему на страницу, посмотрите, спросите, может быть, его семья нуждается в чем-то, правда? Хороший вопрос. И еще меня вот такой вот момент интересует. Записал себе. Сейчас, секундочку. Как твоя семья относится к твоему служению, вот к этой помощи, к тому, что ты ездишь, ты раздаешь, ты помогаешь другим. Ты сказал только что, да, конечно, вопрос сложный, что какое-то время ты берешь из семьи для того, чтобы дать его другим людям, помочь. Как твоя семья к этому относится? Ну, вообще я стараюсь, чтобы моя семья тоже какое-то участие в этом принимала. То есть если дети хотят провести со мной время, то, наверное, оптимальный вариант, когда они просто подключаются и помогают мне в этом служении. И уже не раз такое бывало. И вот даже вот в это воскресенье мой старший сын и мой младший сын, они были вместе со мной, они мне помогали. У нас была огромная, наверное, самая большая крупная встреча. Удалось организовать не просто раздачу продуктов, а удалось организовать встречу, где на площади Трех Крыжов в костеле мы собрались, больше 60 человек, попили чаю, покушали вкусняшки. К нам пришли на огонек команда ирландцев, христиан, которые очень интересно испели и рассказали про Рождество. Вот, мы там провели замечательное время. Плюс, конечно, бонусы были вкусные для каждого, кто пришел. И вот моя семья, она тоже в какой-то мере принимает участие, когда могут, помогают, особенно старший сын. У него два моих сына, они арендуют комнату в центре Варшавы. И очень часто эта комната как перевалочная база, куда мы привозим продукты, и потом люди, это удобная локация, приезжают, и мои дети раздают. И я там часто тоже бываю, просто навещаю своих сыновей. А вы сами сейчас основной частью семьи живете в Варшаве или под Варшавой? Мы живем в Варшаве, но на самом-самом краю. Поэтому, если у меня есть что-то, чем я могу поделиться, это неудобная локация, чтобы людям туда приезжать. Поэтому я вот использую точку, где мои дети живут. Ну и понятное дело, что моя жена
частенько говорит мне: слушай, ну давай уже сбавляй темп. Уже пора как-то о нас позаботиться, о семье. И я молюсь, чтобы Господь дал мудрости, и чтобы послал людей, побольше волонтеров, чтобы чуть-чуть меня разгрузили. То есть волонтеры тебе тоже нужны? Конечно. Да, потому что ты сказал, что у тебя сейчас вроде бы налажена логистика, кто-то приезжает. Друзья, нужны волонтеры конкретно. Давай скажи, какие и в чем? Ну, какие волонтеры? Волонтеры, которые готовы приехать, готовы делать своими руками что-то, грузить, разгружать, заниматься... Ну, вот есть список, например, людей, которые должны приехать. Надо стоять с этим списком, отмечать, кто приехал, кто не приехал, обзванивать людей, которые не приехали, или принимать звонки от тех, которые не могут приехать. И то есть это нужно быть на месте, туда приехать и быть там, да? Бывает и так, по-разному. Но больше всего, ну, понятно, что у нас часто вот эти раздачи происходят в рабочее время. То есть, например, в 3 часа дня. И большая часть тех, которые готовы помогать, она занята на работе. И вот приходится... Ну, то есть я, например, на своей работе, я отпрашиваюсь, я меняюсь со своим сменщиком, и он вместо меня работает, получает зарплату, а я в это время уже ношусь, решаю вопросы. Так, понятно. Друзья, еще раз, если вы хотите помочь Сергею в этом вопросе, стать волонтером, помочь другим белорусам, пожалуйста, на его страницу в Фейсбуке напишите либо ему лично, либо уже там под каким-то постом о том, как это происходило, раздача и так далее. Напишите, что вы готовы помогать. Это очень важно. Я думаю, что мы все здесь должны друг друга поддерживать, насколько это возможно. Это важно. Мы уехали, и все, что у нас тут есть, это мы сами друг у друга. Давайте будем вместе и не оставим тех, кто нуждается без еды, без поддержки и без помощи. Еще у меня такой... Вопрос еще такой, что если кому-то нужна помощь с продуктами, пускай не стесняются и стучатся ко мне. Можно по хэштегу food4bel, food4bel найти меня, например, в Фейсбуке или по фамилии, имени. Просто написать, ну, помогите с продуктами. Так, еще раз громко произнеси фамилию, имя, и давай, чтобы в Фейсбуке тебя поискали. Да, Сергей Мельянец. Вот, все. Последняя буква Ц. Мельянец. Да. Отлично. Вот, не стесняйтесь. Бывает так, что продуктов много, и я даже не знаю, где найти тех, кому их отдать, потому что мне бывает целыми грузовиками отдают продукты, поэтому не стесняйтесь, не говорите, что кому-то нужнее, потому что очень часто я слышала такое, да. Бывает нужнее. Ну так возьмите и поделитесь с кем, кому нужнее, но и себя тоже не забудьте. Спасибо большое, что ты это сказал, это очень важно. У меня есть небольшой вопрос. Ты принес сегодня к нам подарок. Очень классный. Ребята, я слушала эту песню, она просто обалденная. Она на белорусской мове, но я хочу сказать, что нас слушают не только белорусскомовные, нас в разных странах слушают и на разных языках говорят. Можешь немножко рассказать об этой песне, о чем там идет речь, и в конце нашего эфира мы ее будем включать, будем слушать. О чем она? Ну, во-первых, эта песня, она была написана на русском. То есть у меня есть и русский вариант, и белорусский. Но сегодня, так как это все-таки белорусская передача, мы включим на белорусском. Вот. А родилась она где-то в 2010 году, и речь идет в ней о истории известной библейской о блудном сыне, о том, как молодой человек решил пойти из дома, попробовать себя в другом месте, покутить, вот, и когда жизнь прижала, он понял, что пора возвращаться домой к отцу, который его ждет. И я думаю, что у каждого из нас есть вот эти периоды, когда мы уходим, когда мы ищем что-то вне дома, забываем о том, кто нас создал, зачем мы здесь на этой планете Земля. Но, в конце концов, Бог, Небесный Отец, Он всегда нас ждет и готов встретить с распростертыми объятиями. И вот об этом моя песня. И эфир был очень интересный. Очень необычный, я тебе хочу сказать, эфир. Потому что, да, спасибо тебе, что ты пришел. И у нас была такая теплая и очень открытая, честная беседа. Кристина, спасибо, что позвала. Мне очень приятно тоже для меня необычный опыт. Здорово.
Да, ребят, значит, Facebook, Сергий Миллионец. Кто хочет помочь или кто нуждается в помощи, пожалуйста, туда. А сейчас песня. Ось ужо поўнач і цені ў доме, цяпер не ўспомняць былых падзеяў і дзён наступных усё ў мінулым. Поўнач, халодны подых разбітых шыбаў, душу не грэе, а толькі вые, ды мне ўсё роўна, мне трохі лепей. Може я зніму да святла ўгару, може я зніму і адказ знайду. Шлях падыдзе мой раптам да канца, і тады прыйду да свайго айца. Ранах, вось ужо ранах, і дзверы насцеж, бліжэй да сонца. Вось крок зрабіў я, святлу насустрач, далей ад цемры. Больше я зніму да святла ўгару, больше я зніму і адказ знайду. Шлях падыдзе мой раптам да канца, і тады прыйду да свайго айца. З дробных рэштак я збіраю цень разбуранай надзеі, і з нябыту ажываю да жыцця, што не змарнее. Може я ўзніму да святла ўгару, може я ўзніму і адказ знайду. Шлях падыдзе мой раптам да канца, і тады прыйду да свайго айца. Може я ўзніму да святла ўгару, може я ўзніму і адказ знайду. Шлях падыдзе мой раптам да канца, і тады прыйду да свайго